Как обычно, период проведения выборов любого уровня является напряженным моментом в работе правоохранительных органов. Повышается угроза нарушения общественного порядка, в первую очередь в местах массового скопления людей. Сегодня УВД работает в Звенигороде, руководствуясь 54-м федеральным законом и законом о выборах. На настоящий момент криминогенная обстановка в городе Звенигороде спокойная. Преступлений резонансных там в настоящий момент не совершается. Соответственно, политическая борьба какая-то существует между кандидатами, но это всегда так, это, я считаю, естественный процесс. Милиция абсолютно не вмешивается в предвыборную кампанию. Те заявления и те предложения, которые поступают либо из территориальной избирательной комиссии, либо от граждан, либо от той или иной стороны, кандидатов имеется в виду, они регистрируются у нас в книгу учета сообщений о преступлениях, по ним проводится проверка. При необходимости материал мы направляем в прокуратуру, направляем в ту же территориальную избирательную комиссию для принятия решения. И, соответственно, либо мы, либо соответствующий орган выносят уже решение. Руководство УВД предупреждает одинцовцев о том, что вероятны попытки втянуть их тем или иным образом в предвыборное противостояние в соседнем муниципалитете. И лучше постараться этого избежать. Помимо усилий по охране общественного порядка, предпринимаются меры по профилактике экономических и иных преступлений, связанных с проведением избирательной кампании. Так, например, подразделением по борьбе с экономическими преступлениями в предвыборной ситуации по городу Звенигороду задокументирован факт о том, что при регистрации на должность кандидата в депутаты города Звенигорода определенная часть данных граждан подделала соответствующие подписные листы. По этому факту в прошлую пятницу Следственным комитетом прокуратуры Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящий момент в отношении данных лиц проводятся следственные действия. Сейчас, соответственно, группа выехала в город Звенигород с целью проведения вот этих мероприятий. Задокументированы те случаи, когда гражданин уже умер несколько лет назад, а за него он находится в списках, соответственно, за него поставили подпись. В принципе, все эти люди уже определены и выявили. Конкретно дело возбуждено в отношении конкретных лиц. На предвыборные мероприятия в Звенигороде отвлекаются значительные силы управления. Это сказывается на всей работе УВД, так как сотрудникам постоянно приходится работать в усиленном режиме. Вот если заявляют нам, 17 пикетов будет проводиться на территории Звенигорода, к примеру, в субботу либо в воскресенье. 17 пикетов с одной стороны, 17 пикетов с другой стороны. То бишь 3-4 пикета, соответственно, нужно не менее 2 сотрудников, потому что один сотрудник не может нести службу. Поэтому 68 человек постоянно находятся, плюс резерв 20 человек, находятся на территории и, соответственно, охраняют общественный порядок. Пикеты эти состоялись, не состоялись, другой разговор. Но мы должны выстоять. Соответственно, ГИБДД все въезды и выезды перекрывает, потому что была оперативная информация 2 недели назад о том, что могут к нам прибыть экстремистски настроенные граждане, которые могут участвовать в массовых беспорядках. А это сейчас взрывоопасная ситуация, которая в Звенигороде, это может вылиться в это. Поэтому, что, дабы это все пресечь, мы, соответственно, досмотрим автобусы, кто у них едет, какой контингент, что у них с собой в руках, что у них в багажнике и так далее. Да? Там биты, палки и так далее. Слава богу, таких случаев у нас выявлено не было на сегодняшний момент. Но мы принимаем все меры, чтобы в Звенигород, соответственно, никто не просочился. Руководитель Одинцовского УВД предостерегает всех участников предвыборного процесса от любых противоправных действий. Сотрудники управления имеют хороший опыт по их пресечению как в период подготовки, так и проведения самих выборов.